Встретились у магазина, встали в очередь, ждут на праздники престольные гостей. У нее растут два сына, у него две дочери, да вот общих не послал Господь детей. Улыбнулись, побледнели, почеломкались. Как дела? Да все нормально. Что с тобой? Потолстели, посидели, ногти ломкие, а в глазах все тоже горечь и любовь. Потолстели, посидели, ногти ломкие, а в глазах все тоже горечь и любовь. Шум толпы застывшим эхом, время замерло. Нет, скорее повернуло время вспять. Он на практику поехал, у нее экзамены, и та ночь, в которой не хотелось спать. А сороки и продавщицы за прилавками затрещали. Ну не интересно ли? Он хотел пойти напиться, и ей бы сладкого, да вот ноги будто к полу приросли. А как здорово в спящей красавице по бумаге летало перо. Только в жизни нечасто встречаются эти сказочки Шарля Перро. Только в жизни нечасто встречаются эти сказочки Шарля Перро. И бросая в сумку жуть полукопченую, он вдруг понял, что осталось жить чуть-чуть, и что в общем ни при чем жена с девчонками, просто не к тому ходил дурак врачу. И у кассы кошелек свой дермантиновый, разрывая в клочья, думала она в том, что мужа своего звала скотиною, исключительно ее самой вина. И у кассы кошелек свой дермантиновый, разрывая в клочья, думала она в том, что мужа своего звала скотиною, исключительно ее одной вина. А как здорово в спящей красавице по бумаге летало перо. Только в жизни нечасто встречаются эти сказочки Шарля Перро. Встретились у магазина, встали в очередь, ждут на праздники престольные гостей. У нее растут два сына, у него две дочери, только общих не послал Господь детей. Жаль, что общих не послал Господь детей.